Попробовать чай с башкирскими травами, прокатиться на тарантасах, примерить головной убор великого комдива и посмотреть на самого сильного батыра района. Все это можно было сделать в Таусингирово. Народный праздник плуга в честь окончания весенне-полевых работ собрал в Кармаскалах более 5000 гостей. В современном словаре слово «сабантуй» обозначает народный праздник, и проводится он по традиции. Вот на таком поле. На поле, потому что слово «сабан» переводится как историческая разновидность плуга, а «туй» – праздник, то есть праздник в честь окончания весенне-полевых работ. Обычай пришел от тюркских народов, но где это видано, чтобы на свой праздник не позвать добрых соседей? Вот и сегодня Таусингировская поляна вновь принимает гостей. И не только из района, но и из всех уголков нашей страны. Мы приехали на Сабантуй из деревни Староокташево. А в деревню Староокташево мы приехали из Москвы. Нам очень тут нравится, очень хорошо и красиво. И очень красивое место, озеро, лес. Ярко, шумно, в национальных подворьях не протолкнуться. Говорят, так жили и раньше. Хозяйство, быт, работали вместе, помогали друг другу, делили радости и трудности. Мы рады приветствовать вас у нашего стола. Вас приветствует семья Газизовых. Попробовать разнообразные блюда национальной кухни, пообщаться и узнать много нового про традиции. Все это можно было ощутить здесь, на самом гостеприимном народном празднике. Вы посмотрите на наше угощение. Угощение, да разносоловы. Здесь стоит особый многоязычный гул. Рядом одновременно говорят и поют на русском, башкирском и чувашском языках. И это явление обычное для Кармаскалинского района, ведь здесь проживает ни много ни мало более 30 национальностей. Национальная мозаика создала уникальную атмосферу праздника, где каждый смог найти что-то близкое и родное. Для самих же кармаскалинцев Сабантуй – это не только возможность отдохнуть и повеселиться, но и шанс еще лучше узнать и понять друг друга. Сабантуй – это долгожданное мероприятие, которое завершает весеннюю страду, скажем так, посевные работы. Ну и каждый год у нашего Сабантуя есть какая-то в чем-то изюминка, в чем-то особенность. Сегодня мы попытались представить наши национальные мотивы. Значит, основные национальности, которые представлены, они представили свой быт, национальную культуру, песни, элементы какой-то этнографии. Ну и, конечно же, мы были удивлены тем, что у нас в районе, в деревнях смогли сохранить традиции и обычаи народов, которые здесь у нас проживали. Традиционно Кармаскалинский район показал себя как один из самых лучших районов нашей республики. Но для меня он самый любимый. В этом многонациональном котле не потеряешься. Народные напевы в воздухе сливаются с запахом кулинарных творений. Здесь, в лесу, прямо на костре можно заметить, как готовят, к примеру, плов, чтобы потом, как говорится, с пылу с жару угощать гостей. Рядом работают ремесленники и идет бойкая торговля. Сувениры, посуда из глины, украшения и стилизованные элементы национальных костюмов. Эта шапка называется вариант Шеймуратка. Знаешь, что ты земляк великого полководца нашего, генерала Шеймуратова? Вот в честь него мы придумали такую шапку и начали шить и изготавливать, чтобы люди гордились тем, что они потомки Шеймуратова. Пройдя вдоль выставочных юрт, мы видим, как активисты одного из волонтерских штабов, не теряя времени, плетут маскировочные сети, костюмы леших и нашлемники. Событие красной нитью тянется тема специальной военной операции. Кармаскалинцы очень сильно сплотились за это время. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Плетем леших, плетем нашлемники. Сколько всего сплели? За какое время? Мы за 4 месяца с мужем сплели 60 нашлемников. И за 2 недели за неделю мы сплели 2 леших. Вот один уже готовый. Вот. Сложно плести? Нет, было бы желание и было бы стремление. Помогать, быть вместе, быть хоть и не рядом, но передать это ощущение. Такую атмосферу смогли создать кармаскалинцы с момента начала спецоперации. Я, когда плету, и молюсь, чтобы наши бойцы оставались живыми. По традиции на главной сцене Сабантуя отметили передовиков аграрного производства. Среди них герои посевной.
Передовики производства, комбайнеры, хлеборобы и продолжатели славных трудовых династий. Народный праздник, любимый с детства. Он по-прежнему таковым и остается для многих. И сколько бы ни прошло лет, ежегодно сюда вновь спешат гости. Я уже практически, наверное, 10-й раз в Кармыш-Калининском районе на Сабантуе принимаю участие. Вот сегодня то же самое мы от правительства. Сегодня приветствуем жителей и гостей Кармыш-Калининского района, именно на Сабантуе 2024. И каждым годом я приезжаю сюда, вот все больше и больше удивляюсь. Вот такой вот дружественный, такой трудолюбивый народ живет в Кармыш-Калининском районе. На Сабантуе всегда много спортивных состязаний. От шуточной стрельбы из лука до требующей особой подготовки борьбы. Борьба на поясах занимает почетное место на празднике. Более 30 участников борются за главное звание самого сильного батыра района. А вот самые смелые и ловкие смогли испытать свои силы на высоком вертикальном столбе, высота которого составляла 18 метров. Приезжал на Сабантуй, видел, как люди лазят туда, и решился вот сегодня сам тоже попробовать. До середины долез, надеюсь, попаду под призовые места. Но все же главное соревнование дня на ипподроме. Лошадиные скачки ежегодно собирают более сотни зрителей. В этом году на участие в соревнованиях заявилось 14 участников. Лошадей к соревнованиям специально не готовят. После сегодняшнего праздника они вновь станут ценными помощниками в хозяйстве. Кобыле по кличке Юндус 14 лет. В забеге не новичок. Гульфир Заманов говорит, за 4 года участия в соревнованиях Юндус уже привыкла к волнению и шуму толпы. Спокойная, хорошая башкирская порода, очень умная, радует меня. Сабантуй дал старт позитивному летнему сезону. Аграриям же этот праздник подарил заряд бодрости перед ответственным этапом в сельскохозяйственном труде.